Врачи Коми уже начали подготовку к году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который объявил президент Путин. Сегодня все силы медики республики намерены бросить на профилактику. Больницы региона оснащены необходимым оборудованием, со специалистами-кардиологами проблем практически нет. Отметим, что сейчас именно сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в списке причин смертности. Виктория Палкина об актуальности проблемы для нашего региона. Сердечно-сосудистые заболевания сегодня уже не столько медицинская, сколько общественная проблема, говорят специалисты. Так называемый фактор разумного человека играет большую роль. Те жители Коми, которые ведут здоровый образ жизни, ну или хотя бы не занимаются самолечением, реже попадают в реанимацию с тяжелыми диагнозами. И по словам кардиологов, таких сознательных пациентов становится все больше. За последнее время у нас отмечается тенденция к уменьшению развития осложнений, таких как инсульты, инфаркты, и это связано все-таки к более лучшей приверженности пациента к лечению. Пациенты, все-таки получая информацию дополнительно по своей патологии от своего лечащего врача, от кардиолога, они лучше начинают лечиться. Ежегодно в Коми рождается больше 100 малышей с сердечно-сосудистыми патологиями. Все они получают оперативное лечение. И все же, если у медиков возникают хоть малейшие подозрения, УЗИ сердца стараются делать всем детям до месяца. У нас есть такие случаи, когда у детей выявляется врожденный порок сердца в возрасте 10 лет, 12, 14 лет. И с целью того, чтобы наши детки были здоровы, чтобы у нас было больше охват обследования этих детей, сейчас выявляется, как детки обследуются раньше. По словам депутата Госсовета Коми Владимира Косова, с президентской поддержкой борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями пойдет активнее. Поможет в этом и внедрение комплекса ГТО, уверен парламентарий. Жителей Коми нужно заставить двигаться. Мы научились тентировать, шунтировать, все остальное. Но надо, чтобы и люди немножко себе помогали. А для этого надо немножко заняться собой. Во-первых, бросить курить. Там еще, уверен, количество алкоголя, другие вредные привычки. Алкоголь, никотин и излишний вес – вот главные факторы риска. С этими человеческими слабостями в Коми активно боролись в 2014-м, объявленным годом здоровья. Врачи от общих медицинских слоганов перешли к конкретным действиям, выписывая направления не только на анализы, но и в спортзалы. Даже если человек занимается 15 минут в день просто целенаправленной физической активностью, он уже снижает риск развития болезни системы кровообращения в среднем на 14%. Каждые последующие 15 минут еще плюс 4%. Вот вам, пожалуйста, профилактика. Элементарные методы, казалось бы, но тем не менее они очень эффективны и действенны. В следующем году наши медики продолжат сотрудничать с крупными федеральными клиниками. Большая работа предстоит и сотрудникам нашего сосудистого центра. Но здесь к нагрузкам привыкли. А повышенному вниманию будут только рады. Дополнительные силы в борьбе с сердечно-сосудистой напастью специалистам не помешают. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.